Республикасы, Орусия Федерациясында өтүүчү Маданият күнүнүн ачылыш рәсимине келген меймандарыбыз, жан дүйнөнүн окулаткан бүгүнкү салтанатыбызга кош келиңиздер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья, участники и почетные гости. Позвольте от всей души, от всего сердца поприветствовать вас на торжественном открытии Дней культуры Кыргызстана в Российской Федерации. Ардактуу катышуучулар, урматтуу коноктор, ал эми бүгүнкү салтанатыбызды расмий куттуктоолорубуз менен баштайбыз. И для торжественного официального открытия сегодняшнего мероприятия на эту сцену приглашаются специальный представитель президента Российской Федерации по межкультурному сотрудничеству и особый посол по особо важным поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Швыдко Михаил Ефимович, заместитель министра культуры Российской Федерации Аристархов Владимир Владимирович. А также на эту сцену мы приглашаем министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Казакова Тумайбая Тотумуловича. Встречайте аплодисментами. Громче, 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 как только начинается. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, для меня большая честь озвучить официальное приветствие министра культуры Российской Федерации, организаторам, участникам и гостям церемонии открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации. Дорогие друзья, от всей души приветствую вас на торжественном вечере, посвященном старту Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации. Приятно осознавать, что в нынешних непростых условиях диалог культур находит свое активное продолжение и развитие. И программы сегодняшнего концерта, а также звездный состав его участников, яркое тому свидетельство. Подчеркну, что культурные связи России и Кыргызстана являются неотъемлемой частью межгосударственных отношений и отличаются завидным постоянством. Это не случайно, ведь взаимообогащение наших культур всегда служило сохранению и приумножению духовной близости наших народов. Это и многовековая история, и общее духовно-культурное пространство, открытость и гостеприимство. Это, наконец, русский язык, который в республике носит статус официального. Наши кыргызские друзья подготовили для нас программу Дней культуры, которая носит яркий и содержательный характер. Она включает в себя выставку, выступления мастеров искусств, показ кинофильмов. Свое продолжение мероприятия Дней культуры получат в Уфе и в Казани. Искренне надеюсь, что этот праздник культуры подарит гостям немало ярких эмоций, будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими странами и станет еще одним воплощением наших дружеских отношений. Я благодарю организаторов за проделанную ими огромную подготовительную работу и от всей души желаю участникам и гостям самых приятных впечатлений. Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мининский. Сегодня мы, как и прежде, вместе. Дни культуры нашей страны – это еще одна возможность ближе познакомиться друг с другом, открыть неизвестные страницы истории в жизни Кыргызстана, многовековые традиции, новые творческие имена для российских зрителей. В нашей стране динамично взаимодействуют в политической, экономической, гуманитарной областях. Мы реализуем крупные проекты в инвестиционной, научной, образовательной и других сферах. В основе долгого и плодотворного сотрудничества давние традиции, дружбы и взаимопонимания. Я уверен в том, что Дни культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации укрепят наши двусторонние отношения и
И таким образом не только история, но и современные кыргызско-российские связи станут богатыми примерами и фактами взаимообогащения культур, сохранения и приумножения духовной близости наших народов. Завершая свое выступление, хотел бы пожелать всем, кто впервые соприкоснется с кыргызской культурой, радости познания нового, а нашим друзьям, давним партнерам и представителям кыргызской диаспоры, живущим и работающим в Российской Федерации, удовлетворение от прикосновения к истокам самобытной культуры кыргызского народа. Разрешите еще раз особо поблагодарить работников Министерства культуры Российской Федерации за активное участие в организации наших дней культуры Российской Федерации. Bir salam, дорогие земляки, добрый вечер, уважаемый Тугельбай Тактакулович, уважаемый Владимир Владимирович, дорогие земляки, любимые мои кыргызстанцы. Говорю об этом не без трепета в душе, потому что Киргизия моя родина, я там родился в Кальце, и это не в этом зале мне напоминать киргизскую мудрость, что там, где первая капля крови упала на землю, туда приедешь умирать. Я не знаю, честно говоря, так уж скоро, но если мне придется, то поеду в Киргизию, и это правда. Моя родина очень важная для меня, так же, как и Россия, великая страна, которая стала моей духовной родиной, и это страна, которая, я думаю, объединяет очень многое и дает, она открыта для многих людей, и те люди, которые сегодня, те зрители, мои земляки, которые сидят в зале, это чувствуют. Две великих страны, а Киргизия великая страна, потому что это страна Манаса, потому что это страна Иссык-Куля, потому что это страна Тянь-Шаня, потому что это страна Чингиза Бекбуловича Айтматова, это страна великих духовных свершений. И великая Россия, которая многое сделала для того, чтобы сегодняшний Кыргызстан, Кыргызстан в 20 веке развивался активно и ярко. Я знаю, как кыргызская земля и кыргызский народ в годы войны дали приют и дали кров и хлеб сотням тысяч людей, которые приехали из России, и это в какой-то степени повлияло, скажем, на развитие музыкальной культуры, потому что Бишкекская филармония, Бишкекская консерватория бесконечно связана с Ленинградской консерваторией, с Московской консерваторией. Мой друг Чулпанбек Назарбаев, который был великим кыргызским танцовщиком, хореографом, педагогом, в какой-то момент министром, он учился в Петербурге, в Ленинграде, Вагановскую школу закончил. Эта связь неразрывная, она кровная. И я думаю, что сегодня, ведь несколько часов назад закончились официальные переговоры наших президентов, Владимира Владимировича Путина и Алмазбека Шишевича, мы показали, что мы близкие очень люди, которые, и близкие страны, которые собираются идти в будущее. У нас великое прошлое, но, конечно, не менее великое будущее. И я полагаю, знаете, Чингис Айтматов когда-то написал в преддверии 21 века, он писал о том, какой будет 21 век. Он будет таким, каким будем мы. И уже от себя добавлю, не бывает плохих времен и хороших людей, как не бывает хороших времен и плохих людей. Я всем нам, двум нашим народам, желаю жить в хорошие времена, потому что два наших великих народа – это хорошие люди. Счастья, процветания и больших успехов всем моим товарищам по культуре. Eskеріп, езелкіне майрам құрдық, теңірден тілек қылып, теңдебеке алақанды жайып сұндық. Ес тұтым, есее құлақ түріп,
eskinin көне дошын тыңдап тұрдық. И на той волне нахлынувшего просветления подумалось вдруг, откуда все это в человеке? Музыка, песни, молитвы, какая необходимость была и есть в них. Возможно, от подсознательного ощущения трагичности своего пребывания в круговороте жизни, когда все приходит и все уходит, вновь приходит и вновь уходит, и человек надеется таким способом выразить, обозначить, увековечить себя. Көтөргүн болгон сөз айпыл манас баяны. Арсыздардан топтолбой минтип азаматкадан келген болгон сөз. Чечендердин чеккен сөз, бешелдердин четкен сөз. Белеспелден бұрындап, айпыл манас баяны. Кеші тұрғы өткен сөз, баласына атасы мұрас қылып кеткен сөз. Айналайын қалайы, осыл күндім бел қарай, көккөмбімдай күн өтті, ақа түгіңді сен күн өтті, тоғызды сайлылды, осында саймай болып табылды, ақтығанның күні жоқ, орғада елдері жоғылды. Найзалар көшкен сайылдың қылыштар жылый чабылдың, алақандай кеттін арнамыз келудің. Қаншараған елдердің, қандары судай ағылдың андай болсам қалайым, айтар сөзден шашпайла, айналайым қалайым. Осыл күндім бері қарай, 50 жылдан ел жаңа, көшкіда болып кел жаңа, бабалардан ұрықты, осылды біде кеппіз бері жаңа, көктен ұшқан қанатты, жерден сызған қияқты, бәбекенің кім білсін, осыл жұмық сияқты, осыл күндім бері қарай, теңіз толып көл болды, осылда көл болды, көл болды, қобызды тоқ болды, қобызды қатаң. Қалдайып жатқан қара жер айналайын қалайын, осыл күндім бері қарай, көл болды, қобызды, осыл айтқаннан берің соңыңа.
Респект Джумапунов Бозенген. Исполняет лауреат государственной премии имени Токтогула фольклорно-этнографический ансамбль «Камбаркан» имени Чалагазы Сабаева. Главный дирижер и художественный руководитель ансамбля, народный артист Кыргызской республики Респект Джумапунов.
çıkmaz sendeyden çıkmasa deli nasıl bir uğruna Müyübüz kana göçüve Yetmeşten Müşkürüp kalkıp yetmezden Ölmeyi gülsem görürüm Uşul bir kana boydan Yetmezden Kollu çarşmanı çoğunlar Tapmadım sende yolundan Bir gün sayın için kız Dünyada sana vurma Ağam çıkmaz sendeyden çıkmasa deli nasıl bir uğruna
Москва, гостеприимный дом, где место каждому найдется, и кто с крестом, и кто шалом, и кто намазу отзовется. Столица, что тут говорить, ее призвание такое, чтоб всех принять и все любить, свое или пришлое чужое. Исаак Дунаевский «Моя Москва» исполняет Государственный академический симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова, солист, заслуженный артист Кыргызской Республики Бактыбек Быкеев, главный дирижер оркестра, заслуженный артист Кыргызской Республики Рахатбек Осмоналиев. Я по свету немало заживал, чем землянкой окопан мне. По стакане глубже заживал, но глубоко любви в Москве. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова. Дорогая моя столица, золотая
Şandır bütün dostum şarday, çağılasın ömür şamınday. Yüreğimdin ot barda, cür albayım seni sanday. İşte oğlum sen, bütün oğlum sen, bak o sevmin düşkünün sen. Bak o
Имре Кальман, ария Сильвы из оперетты «Сильва» исполняет лауреат международных конкурсов Заира Раимбекова.
Solo Señora, non saben mentir las malas mujeres, non miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas y a mí menciona que tienen por mí. Que tienden por mí. Viva luz televisión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque la sé cambiar, porque la sé
Карамолдо Орозов и Барат исполняет Государственный академический оркестр народных инструментов имени Карамолдо Орозова, главный дирижер и художественный руководитель оркестра, народный артист Кыргызской республики Сагымбек Акматалиев.
городе светлом, над вечерней рекой, не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Ты ко Москву приезжай и пройдись по Арбату, отгулись над песком, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях пожи голубых лошадей. Песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Слова ты вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли. Песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва, о тебе, Москва, Если ты полюбишь меня, позови меня голосом сердца, ароматом цветов замани, от него никуда мне не деться.
Даже если к звездам руки обратят, устремишься ты к рассветам мечт и грез. Даже если словно гость глядишь с опаской, время пролетает и будет пролетать. Like a thunder flower, like a sunny wonder, let us fully dream of all-embracing love.
незримо чудесно, работа как сев прорастет, что станет с плодами безвестно, но благостно, влагой небесной труд всякий падет на народ. Народная песня «О Майда» исполняет Государственный академический симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова, Государственный академический оркестр народных инструментов имени Карамолды Орозова, фольклорный этнографический ансамбль «Камбархан» имени Чаладаза Исабаева. Три колка, три струны, он не сложен на вид, но в себе он волшебную силу таит. Если струн тех коснуться искусной рукой, то комус, как весенний ручей, зазвучит. Атай Гурбаев, Маш Ботой. Исполняет народная артистка Советского Союза, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула Самарбүбү Токтакунова, комузчу виртуоз Шербекулу Закирбек,
Государственный симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова, Государственный академический оркестр народных инструментов имени Карамолды Орозова, фольклорно-этнографический ансамбль «Камбаркан» и ансамбль коммузистов «Акак». Южный Кыргызстан, свети мой Кыргызстан. Thank you.
Лауреат государственной премии имени Токтогула. Государственный ансамбль «Акмарал». Ансамбль коммунистов «Акак». Лауреат государственной премии имени Токтогула. Государственный ансамбль «Хамбаркан» имени Чалагызы Исабаева. Ведущие солисты Кыргызской Республики. Государственный академический симфонический оркестр имени Асархана Джумахматова. Над концертной программой работали Координатор, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Дарига Сылбашева. компьютерная графика Расул Рыскулов, Звукорежиссер Медер Дюсембиев. художник по свету Игорь Лениченко, Художник-постановщик, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Юлдаш Нурматов. сценарий Улан Зайнетдинову. Концерт вели заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Болотбек Усмонов Очаровательная Айгуль Курманова. и неподражаемый Нурсултан Майназаров. А также художественный руководитель и постановщик концерта Алтынбек Максутов. Ну что ж, Бобик подошла к завершению. Дегеле бошогон дворецти бизге 2 күнгө бошотуп берди. Сценарийдин жазылышында жалгыз гана бир адамдын эмес, бул жерде жалпы кыргызстандык искусство чеберлеринин биздин эң алдыңкы искусство адамдарынын кеңештери чогуу болду бул жерде. Ушундай Кремлевский дворецте анткени ырчылар же бичелер жол чыгып могуна карап кетип калышат. Мен болсо постоянно айтып турушум керек, ошон үчүн бир сөзү бүтүп эмес туура болуп калса концертте аман чыгып калат да. Ушул жерде окуп иштешкен биздин жертештерибиз ошонун баарына келип ушундай бизди поддерживать келип сагынып калышыптыр, ошон үчүн чоң рахмат айткым келет. Bunday madani günlerini ötkörü, bu memleket dengesi ötkörü, adam manevi ötkörü, eketin dostluğun, eketin birliğin arttıra turgan bir gana jakşı jol, madani jol ötkörü, ondan çoğunladı. Аябай толкундануу менен чыкты. Биринчи жолу ушундай сахнада биринчи жолу ырдап көрүшүм бул аябагандай ыйык сахна деп айтсак болот. Выступление прекрасное, восторженность. Такой концерт был прям на одном дыхании. Такое было благодатный слушатель был, такой радостный. Вот видно было, когда мы уже прощались, никто не хотел отпускать, все так радовались. Кыргызстандын бул маданият күндөрүнө болгон кечеге катышкан үчүн мен аябай чыгып ырдап жатканда толкунуу болду да. Ну, конечно, внутри прям все дрожит от волнения, потому что это на самом деле была давняя мечта выступить когда-нибудь на кремлевской сцене. Пожалуй, наверное, с самых первых дней, когда я начала петь, это было моей мечтой. И вот сегодня она исполнилась. Мен ушунчалык чыгып атканда эле жүрөктөрүм дирилдеп чыктым эле. Ого жиптер ушундай бир тух оюм менен сезип туруп ырдап аттым да, чындыгындачы.